Международный третий фестиваль башкирской лошади уже во всем своем разгаре. Второй день, самый зрелищный. И сегодня, конечно же, вас ждет все самое интересное. Погнали! Мен үшін бек хайбат сборная Башқұртстанда ойнарға, өзімді көрәттерге, Башқұртстанда алға, ебәрге ақ бойынса именно Көкборо. 2012 жылда игра Көкборо признана ЮНЕСКО, что это историческая игра. Этой игры это Кыргызстан, Көкборо. Там игра за радио. В эту неделю, когда у тебя целая конница бежит, а эмоции, конечно, впечатляющие, правда. Даже на минуту была мысль перестать снимать, но нет. Нет, настоящие журналисты не перестают снимать. Biz atты өзіміз баптаймыз, өзіміздің команданың қорасында аттың дайындығын, барлығын өзіміз қамтамасыз етеміз. Көкбар ойыны жалпы оңай ойын емес, аттарға да көп күш түседі, адамға да қатты күштер түседі, қатты жарақаттар болады. Международный фестиваль лошадей башкирской породы Башкортаты – это в первую очередь площадка для сохранения и развития лошадей башкирской породы. Еще 3 года назад, когда было совещание на базе санатория Яктыкуль, где собрались сельхозтоваропроизводители, коневоды, ученые Республики Башкортостан, были выявлены большие проблемы по сохранению нашей лошади. И благо был создан благотворительный фонд по сохранению и развитию лошадей башкирской породы, где объединилась общественность. И у нас выстроилось взаимоотношения с нашим руководством Республики Башкортостан в лице Ради Фаридовича Хабирова. И вот мы уже сегодня, 3-й год, проводим данный фестиваль по 2 направлениям. Это деловая программа, да, научная часть, и по развитию. Это конно-спортивное состязание, культурная программа, конкурсы шорников и выставки различные. Одно из самых зрелищных начинается с горы. Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, как идет большая колонна лошадей. Начинается парад. Очень мощное это зрелище. Посмотрите внимательно. Записать все, написать все о башкирской лошади невозможно, потому что в каждой башкирской семье, да и не только в башкирской семье, существуют свои легенды о лошади. Это бои, кумаиры, там, рассказы, там, предания, потому что лошадь всегда, это 100 лет назад еще это было самым близким другом человека. И каждый сохранил в своей душе вот память о тех событиях, фактах, связанных с лошадьми. Спорт это очень такой многоплановый, многоаспектный. Здесь и наука, здесь и этника, здесь культура, здесь патриотизм, здесь политика, здесь экономика. Поэтому здесь это очень важно, поэтому он такой большой, поэтому большое количество людей. Вот я честно признаюсь, в этом году я уже был, в принципе, в шаге от решения отменить, потому что погода была. Но почему не отменил, хотя думал, вот, погода не очень подходила. Но вот были против жители, были против люди, были против конезаводчики наши, вот, специалисты. Говорят, хоть даже дождь, он терпимый, пока для скачек безопасно, вот провели. Потому что запрос большой, и здесь надо развивать дальше инфраструктуру. С Казахстана приехал Центральный спортивный комитет ЦСКА. Мы оттуда приехал, на 4 человек приехал. 2 человека сейчас на финал вышел. Остальные завтра поступают. Я уже 2-й раз, в прошлом году тоже был, чемпионом стал. Мы же братские народы.
корни наши одинаковые. Данный фестиваль в 2023 году в рамках международной премии был признан в России один из лучших событийных мероприятий в сфере туризма. На этот фестиваль приезжают порядка больше 20 регионов России, а также различных стран мира. Только если говорить по конно-спортивным состязаниям, на сегодняшний день у нас участвуют не только команды России, но также две команды с Республики Казахстан. Участники конно-спортивных состязаний, таких как лак, алдарыш, скачки, стрельба из лука, верхом на лошадях, они попадают в состав сборной России и будут участвовать на 5-х всемирных играх кочевников в Астане. У меня есть рассказ «Героизм башкирской лошади» 112-й башкирской дивизии в Обливском районе. Там в одном месте похоронены 2500 голов именно башкирской лошади. Там погибло столько же наших воинов башкир. Там 26 братских могил. И у меня есть мечта когда-нибудь памятник там поставить башкирской лошади. А первый шаг к этому памятнику – это мой труд. Это тоже своеобразный памятник. Это своеобразная благодарность нашей лошади, которая была воином, другом, всегда сопровождала нас и в беде, и в радости. Наши деды воевали на башкирской лошади, прадеды. Мы сколько войн выигрывали на них, на лошадях. Вот по приглашению я оказался здесь, пока нахожусь в командировке в Республике Башкортостан. Пригласили на фестиваль башкирской лошади, так как я сам отправлял к себе в 31-й полк лошадей башкирской породы. В количестве 2 головы добрались нормально, благополучно. Насколько на данное время неизвестно, целый, невредимый, здоровый. В дальнейшем надо будет еще отправим лошадей для нашей победы, для нашей всеобщей победы. И победа обязательно будет за нами. Это видите, меха, это горн, это под меха стойка, это под горн стойка, там наковальня. Все в старинном стиле. Как раньше это работали наши деды-прадеды, так и мы работаем в полях, когда ремонтировали трактора там, или еще раньше, когда воевали, скакали на лошадях, подковы делали. Вот этим же занимались наши деды-прадеды. Особенно у меня дедушка, он в Краснодаре, не дедушка, дядя мой, он в Краснодаре, учил меня ковать именно там. И раньше не думал, все деньги делал, ковал, работал, а сейчас понял, что надо для души что-то. То есть не всегда деньги властны, а еще душа нужна. Эльбрус Хамидович, здрасте. Привет. Расскажите, пожалуйста, Башкортото и ваши силовые большие эти конкурсы, да, расскажите, пожалуйста, как совместились вообще? Ну вообще, сила, в том числе техника, избирается лошадиными силами. Так. У нас атлеты, в них совмещается несколько лошадиных сил. Не знаю, 2 или 3, штуки 3 точно. Так. Поэтому легко сочетается. Сила, лошадь, они всегда дружили. Наши люди, наши силачи, они сильны, как лошади. Кто приехал? Я знаю, что география очень большая. Да, приехали с Кыргызстана, угроза с Азии, я его называю, Мухаммед Али. Приехали с Казахстана атлеты, и лучшие российские атлеты. Давид Шамей, чемпион мира, обладатель Кубка мира, Валера Савин. Наши башкирские атлеты тоже в полном составе, сильнейшем. В общем, очень серьезный состав. Все дисциплины и в традиционной стрельбе, и в конно-верховой стрельбе взяты из программы всемирных игр кочевников. В традиционной стрельбе это стрельба на 70 метров от турецкой пута, затем калкан, стрельба на 50 метров и стрельба на 30 метров под подвесной мишени джамбы. А в конно-верховой стрельбе это турецкий маршрут хабак, казахский маршрут джамбы и в 4-й раз мы здесь проводим башкирский маршрут Северный Амур с элементами джигитовки. В этом году был отбор в Твери на международные игры кочевников. Там впервые, скажем так, в истории из 10 членов сборной России 5 членов это башкиры. Сейчас мы стреляем как короткие дистанции, дальние дистанции. И в этом году участвуем 2-й раз на Башкортото. В том году мне получилось завоевать 2-е место здесь на 60 метров. Для того, чтобы приобщать к этому детей, естественно, мы их берем с собой, чтобы они знали наши традиции, наши корни. Как-то тянет и все. Я думаю, надо пойти посоревноваться, и такая сразу все дела отбрасываю и иду стрелять. Это как-то наверное, кровь тянет больше.
На сегодняшний момент у нас выстраиваются взаимоотношения с международными организациями, ассоциации, таких как Карабахских лошадей, ассоциации Арабских Эмиратов, и с институтом НИИ коневодства Рязанской области, где ученые, эксперты работают и вырабатывают стратегию по сохранению и развитию лошадей башкирской породы. Наша башкирская лошадь – это символ народа. Символ в каком плане? Символ наравне с башкирским медом, башкирской пчелой, башкирским кураем, башкирской землей, уральскими горами, эпсом Урал-Батыр. Это однорядные, это символы. Вот я как военный человек могу сказать, что если полк теряет свой боевое знамя, полк расформировывается, да? Командир отдается под суд. Так вот, если наш народ потеряет свои символы, в том числе и башкирскую лошадь, она просто растворится во времени и пространстве. Этого нельзя допускать.